И снова здравствуйте! С вами Километры путешествий. Сегодня мы снова едем на реку Буатама. Середина августа 2023 года. Мы едем с Сергеем на таком желтеньком Mitsubishi Pajero. Это наш бензин. Собрали, упаковали все заранее, осталось только зацепиться и транспортировать нашу лодку до реки. Поехали! Выехали мы около 3 часов ночи, на улице уже темно. Ехать нам примерно 2 часа плюс-минус. Очень часто на улицах города нам встречалась пьяная молодежь, которая чуть ли не кидалась под колеса. Что происходило в этот день, непонятно. Сейчас мы двигаемся по улице Петра Алексеева, слева от нас Аланхо. Далее проедем по набережной, по улице Чернышевского. Заедем на заправку Туймада нефть, купить себе вкусного кофеечку с утра. И снова двинемся в путь. Покровский тракт. Кстати, здесь нам тоже встречались пьяные люди. Пешком, что можно делать в раннее утро? Традиционная остановка на границе с Хангаласским улусом. Проверка. Пофотографировались. И поехали дальше. Всю дорогу нас сопровождал дым от лесных пожаров, был туман. Это Покровский пост ГАИ старый. Вот уже мы видим реку Лему, Булгуньяхтах. Солнце в дымке. Спускаемся вниз, а там уже ждут наши друзья Татьяна и Володя. Они приехали намного раньше, они выехали ночью, чтобы не спать дома, не терять время, и поспали здесь на берегу в машине. Это наш друг пришел, колбаску просит, да? Нет, подожди, давай сидеть, молодец. Слушай, аккуратненько взял так. Вкусная колбаска. Еще хочешь? Ага, скажи, блин. Дай лапку. Лапку дай. О, ты моя зайка, лапку даешь. На, кушай.
Пес, ты наглый, да? Колбасу вытаскиваешь из сэндвича, да? М? Мальчики приехали на лодках к стоянке. Мы сейчас поставим машинки. Видели когда-нибудь девочку за рулем и с телегой? А я часто вижу. Сейчас мы переходим реку Лена, двигаемся к Ботами. И входим в устье Ботомы. Тут везде плотный туман, дым от лесных пожаров. Берегов практически не видно. Отметились на первом кордоне и двинули в путь, плавно уходя в туман. Здесь я пересела в лодку к ребятам, и мы ехали втроем. Антон с Сергеем ехали вдвоем. Ну и как назло, только выключила камеру, и случился этот конфуз. Мы не в ту протоку, короче, залетели. Это было феерично! У меня рука болит, если что. Я что-то с рукой сделала. Короче, мы в этот ручей в тумане заехали. Перенесите через остров туда. Ой, вообще весело. Как хорошо, что я к вам села. Потому что не сняла, блин. А так бы еще веселее было. Я тоже разулась, блин. Вова, мы еще раз хотим, давай! Я камеру буду держать крепко! Вот как-то в этот ручей мы заехали. Летели
Вот кусты подратые. Вова своим лицом подрал. Таня готова, тапочки одела, все. Сейчас все сольют ненужную жидкость. Поедем. Углубительные работы. Я еще на фестиваль не поехал. Так я же говорю, Вову пусти, помочь. Так это Сережа еще раз греб там. Шок-контент. Раз, два. Трава! Подожди, а почему с этой стороны было с Вовиной? Ну, обратно тоже так А, ехал. Наш экипаж главный по милям. Главнокомандующий. Качаемся. Так. Пи-пи-пи-пи. У тебя что, там батарейки села? Нет, я отключилась. Ага. Я же говорила, давайте я толкну. Нет, говорит, залазь. Как мы любим по этим ручьям гонять сегодня, да? Да мы вообще сегодня профессионалы. Остановились дозаправиться бензином и на берегу увидели вот такую кучку с ягодками. Ну, вы догадались, кто ее оставил. А дальше на нашем пути нас сопровождали бесконечные ряды скал, которые тянулись много километров. Высота у них 100-150 метров. Они напоминают замки, дворцы. На них я могу смотреть вечно. И уж извините, вам буду тоже показывать. Существует легенда, которая гласит о том, что скалы – это застывшие бога древности, которые отбывают наказание за серьезные проступки.
Поднявшись вверх по Ботуми, мы решили все-таки спуститься вниз до нашего привычного островка. Как-то здесь нам уютнее, что ли. Каждый год, каждый раз мы останавливаемся именно здесь. Сейчас посмотрим макароны. У Володи есть вот такая палатка, которую он берет в те моменты, когда уже на улице холодно. В прошлые года мы в ней ночевали даже в минусовые температуры. Правда, с печкой. Ну и вот, эта девушка, которая с прицепом ездит на машине, она еще и на лодке ездит. Понимаете, о чем я говорю? Происходящее у нас здесь. Ну, это невероятно красиво. Просто зеркало. Любимая это веночница. Профессиональная. Время 10 часов вечера. Темно уже так. А рыба плещется прямо. Как щучки окуня ловятся. Булькают прямо. Щучка стоит, караулит. Спряталась, зашифровалась. Наконец-то. Кто-то клюнул. Татьяна Сергеевна у нас блины печет. Типа меньше стало, да? Вот такая у нас гостиница. Антон
порядок наводит. Горничные не убирались еще? Уберутся. Это видео. Что вы делаете, ребят? У нас рыбный разделочный цех. Разделочный цех. Сейчас разделаем рыбку. Что мы будем, ботума балык? У нас будут потроха Да. сегодня. Будем есть потроха, щучьи и окунячьи. Это такая вкусняшка, да, линковые еще. Красотища. А это у нас патологоанатомический цех. И главврач Светлана. А мы будем жарить потрошки. У нас мышка есть еще. У нас еще есть мышка. Детишка с ножками, с ручками. Ой-ой-ой. С малыфиками. А мы... Это не мышка, это крот. Что, он слепой еще? Я думаю, где-то я его видела. Мальчики, как вам там в кондитерском цехе? Вообще отлично. Что-то вы молчите. У вас рты заняты? Вот. Огурцы с блинами вообще кайф. Да? Солёный. Господи, август месяц, середина, мы купаемся. Илья там воду поссал, А мы купаемся. мы купаемся. Тебе какое дело до нашего Ильи? Да, забыла показать. Пожарили рыбку, Пожарили, купили скифи, блядь. леночек и окунечек, филешечки. У нас будут жареные потрошка. Такой вид, как будто их уже Потрошки. Нет, они новенькие еще. ели. Да. Тут потроха окуня, ленка и щуки. Ну, щуки самые шикарные. Вот это вкуснотень сейчас у нас будет. Ну, отцепишь. Шикардос. Теперь главное не забыть показать, когда же они будут готовые. Все, спасибо, Сережа. Вот такое вкусное блюдо. Картошечка с жареными потрошками. Рыбными. Рыбными потрошками, да. Танечка, тебе вкусно? Очень. Сережа, тебе вкусно? невероятно. Где, сейчас попробуй. А ты еще не попробовал? Только буду. Да, Серега Ну, давай я пробует, да? смотрю. Нет, в прошлый раз мы чуть жарили, потом не жарили. Сегодня для вас. Тебе вкусно, Антон? Я Что ты ешь? А, ты рыбу ешь? Жареную. все ем. Окей. Поймала Таня когото. Сплавляемся. Рыбка ходит, а кушать не хочет. Время сколько? 8 часов, наверное, да? Сейчас посмотрю. 19:51. Ага, без 10:08. Короче, рыба не клюет ни утром, ни в обед, ни вечером.
она клюет, конечно, нам, наверное, больше и не надо, да? Было. Сейчас уже, чтобы домой собрать. Беременной женщине. Ребята сейчас напилят дров нам на ночь. Да. Ребятки, добрый вечер. Доброй ночи. Как ваши дела? Ну, как бы. Хотелось... Работа на рыбзаводе круглосуточная. Во Непрерывная. вторую В 3 смену смены вышли, вот. Все работают, не покладая рук. Даже я с телефоном. На улице уже ночка. Сейчас, секундочку. Сидим за столом, а у нас вот это вот происходит. Вот это все мошка. Их еще больше же стало. Мамочки, я туда руку засовываю, они на меня нападают. Не засовывай, не показывай Да, ты дорогу. не показываешь, что ты... Что я здесь, да? Вот такой у нас улов сегодня. Утряночка. Пряночка. Спиннинги прогрели. Большие линочки. Ну и как всегда наши братья окуня, но они тоже не маленькие, прямо огромные. Особенно вот этот вот парень лежит, смотрит. Хочу вам показать, что из воды торчат различные коряги и стволы деревьев, а между тем всю ночь в кромешной тьме сплавлялись на огромной скорости лодки. Как они это делали, непонятно. Неужели им не страшно? Очень уж мне нравится этот берег. Мне всегда так хочется остановиться там. Там так красиво. Очень часто по берегам Буатама встречаются гектары уничтоженных огнем деревьев. Тут такая тропа натоптанная. Похоже, что все-таки она звериная, потому что огромные отпечатки на песке. Видео как-то не могу поймать. Какой-то лось, наверное, ходил. Да. Судя по экскрементам,
Это какая-то звериная тропа. Не знаю, кто здесь навалил. Ну вот и подошло наше очередное путешествие на Ботуму к концу. Сейчас мы выходим в реку Лена. Лена тоже очень обмелела за выходные. Появилось много коз, мелей. Благодарим вас за ваши просмотры, лайки, комментарии. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить следующие фильмы. Скорее всего, следующий фильм будет о поездке на другую горную реку в Якутии, на которую мы ездили в начале августа. Но пока я ее еще не смонтировала, не дошли руки. Подписывайтесь, ничего не пропускайте. С вами были Километры путешествий. До новых встреч!